Казанский научный центр сегодня один из крупнейших в стране. Институт органической и физической химии имени Арбузова, физико-технический институт имени Завойского, Институт биохимии и биофизики, механики и машиностроения и исследовательский центр проблем энергетики. Здесь работают больше 1200 сотрудников. С юбилеем академиков поздравил президент. Выражаю вам искреннюю признательность за преданность науке, ваш труд на благо России и родной республики. Отдельные слова благодарности ветеранам Казанского научного центра. Научному центру 75. Его фундамент закладывался еще в годы Великой Отечественной войны. Здесь получили развитие всемирно известные научные школы в области химии, физики, биологии, математики, энергетики. С Казанским центром связаны имена выдающихся ученых Арбузова, Завойского, Алимасова. Бурно развивающаяся в предвоенные годы промышленность СССР, перспективы послевоенного роста народного хозяйства явились необходимыми предпосылками для создания в Казани одного из первых региональных научных центров Академии наук СССР. По словам президента, сейчас перед центром стоят глобальные задачи. Он вместе с ведущими предприятиями и вузами республики примет участие в создании научно-образовательного центра циркулярной экономики. Ее основные принципы – возобновление ресурсов, переработка вторичного сырья и переход к использованию возобновляемых источников энергии. Его работа нацелена на научно-технологические и кадровые обеспечения развития Татарстана по принципам циркулярной экономики и расширения присутствия региона на мировых рынках за счет реализации продуктов. За преданность науке, за труд на благо Татарстана и России Рустам Минниханов вручил научному центру орден за заслуги перед республикой. Впереди у академиков реализация самых смелых идей и новых научных открытий. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.